материально-технической базой, боевой подготовкой и дисциплиной личного состава. Сегодня наша армия гордостью защищает независимость и всю целостность нашего любимого Таджикистана. И каждый молодой человек гордится тем, что выполнил свой гражданский долг в качестве солдата в армии. И сегодня молодежь района всесторонне поддерживает мудрую и дальновидную политику основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, было сказано в ходе мероприятия. Далее началась музыкальная часть. Деятели культуры выступили со своей подготовленной концертной программой, которая придала еще больше яркости в это событие. Благодаря постоянным усилиям лидера нации, верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня наша национальная армия стала надежной защитной силой и щитом. В Тимур-Маликском районе Хатлонской области проводы призывников превратились в настоящий праздник. В первый день весеннего призыва вооруженные силы Республики Таджикистан в Тимур-Маликском районе молодые люди призывного возраста добровольно явились в военный комиссариат района, чтобы пополнить ряды вооруженных сил. Медицинские работники осмотрели всех присутствующих и оценили состояние их здоровья. По словам врачей, молодые ребята психически и физически здоровы и могут с гордостью служить своей родине. После медицинского осмотра добровольцы прошли маршем от военного комиссариата по центральному проспекту района к площади Победы. После регулярных встреч и бесед с населением и выступлений лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня родные и близкие новобранцев со спокойной душой отправляют своих сыновей на военную службу. На торжественном собрании по случаю Дня призывника глава Тимур-Маликского района, ветераны труда, родители призывников и активисты района выступили с речью и отметили, что служба в рядах вооруженных сил Республики Таджикистан и защита Родины является сыновним долгом каждого гражданина. Мы должны защитить Родину и достижение эпохи независимости, мир, единство нашей любимой страны. Молодые люди, понимая это, выразили готовность служить в вооруженных силах Республики Таджикистан. Я Абдулвахид Насреддинов, выпускник Таджикского аграрного университета. Решил добровольно вступить в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. Родители призывников также высказали, что в условиях столкновения цивилизаций, нестабильной политической и экономической ситуации в мире и войн, мы должны быть бдительными и стараться защитить каждую пять земли нашей любимой страны. В торжественной обстановке была вручена награда активной молодежи района, которая одним из первых пришла в военный комиссариат, внося свой вклад в защиту своего государства. Сообщалось, что краткосрочные курсы вождения и 6 курсов сварщика прошли 40 молодых людей, которые после получения документов будут отправлены на военную службу. Затем в ходе мероприятия для участников и их родителей была представлена культурная программа от деятелей культуры района. Скопившиеся в каналах грязь и остальной мусор блокируют сток. В итоге вода выливается через край канала и может затопить жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Чтобы не допустить подобных случаев, специалистами сферы и жителями в махалях Гулистон, Сабзикор и Мугулон района Шох-Мансур города Душанбе принимаются меры. А какие, расскажут наши коллеги. Сильные дожди и повышение уровня воды из-за загрязненности дренажной инфраструктуры ежегодно создают проблемы для обрабатываемых земель и некоторых жилых массивов в махалях Гулистон, Сабзикор и Мугулон района Шох-Мансур города Душанбе. Сейчас этот вопрос решен с привлечением сил гражданской обороны и единой территории района Шох-Мансур, а канал, проходящий через эти местности, полностью очищен и пригоден для использования. Общая длина этого канала составляет 4 километра. Он служит для орошения пахотных земель Гулистона, Сабзикора и Мугулона, а также играет важную роль водоотводного сооружения в сезон дождей. Сегодня мы прочистили канал длиной 4 километра, который годами был заполнен грязью и бытовыми отходами. А во время дождей вода меняла свое русло и угрожала затопить дома жителей этих местностей, а также дихганских хозяйств. Сам канал служит для орошения посевных земель местных хозяйств. گذراندن چورابینی مذکور به خاف کردن و توزان نمودن یعنی جویبار
Для организации очистительных работ была задействована современная отраслевая техника. Внесли свой вклад в эту инициативу и жители населенных пунктов. Канал был заполнен грязью, а также выброшенными по безответственности жителей бытовыми отходами. А во время весенних дождей он менял свое русло и заходил в жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Эта акция полностью восстановила водоснабжение и дренажную способность канала. И, по словам должностных лиц, такие территории находятся под контролем и в других микрорайонах, периодически очищаются и приводятся в эксплуатацию. Сегодня мы чистим каналы участков в Гулистоне, Сабзикоре и Мугулоне. Сейчас работают 4 единицы техники. Просим граждан не выбрасывать твердые бытовые отходы в каналы и водостоки, что приводит к загрязнению окружающей среды. Данная мера была проведена в рамках реализации среднесрочной программы защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечила чистоту окружающей среды в упомянутых местностях. Жители призвали более ответственно относиться к сохранению чистоты окружающей среды. Эта весна в ряде европейских стран выдалась необычайно теплой. В частности, в Румынии температура воздуха достигла 30 градусов. Американская актриса Барбара Раш умерла в возрасте 97 лет. Она прославилась в мире благодаря своим картинам в ряде фильмов. Обзор новостей из-за рубежа далее в нашем выпуске. В некоторых местах Румынии температура поднялась до 32 градусов.